5 мая 2023 года президентом Садыром Джапаровым вместе с Конституцией Кыргызской Республики был подписан и обнародован Закон об основах профилактики правонарушений в Кыргызской Республике. Принятию данного закона предшествовала долгая, кропотливая работа межведомственной рабочей группы по разработке нового законопроекта, привлечением всех заинтересованных государственных органов, в первую очередь самих депутатов парламента, представителей правоохранительных органов, гражданского общества, международных организаций и экспертного сообщества. Принятие специального закона о профилактике в 2005 году не решило всех проблем, возникающих в процессе его исполнения. В этой связи Комитетом Джогорку Кеңеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействии коррупции было принято решение о пересмотре закона о профилактике правонарушений 2005 года. В постановительной части своего решения Комитет Джогорку Кеңеша дал ряд поручений на тот момент правительству. Создать национальную диалоговую площадку по профилактике правонарушений с включением представителей парламента, министерств и ведомств, гражданского общества и международных организаций, работающих в сфере профилактики правонарушений. Создать межведомственную рабочую группу с привлечением всех заинтересованных лиц, в том числе депутатов парламента, представителей гражданского общества, международных организаций и экспертного сообщества для разработки единой концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений, а также разработки национального плана действий по профилактике правонарушений. Комитет также поручил пересмотреть закон о профилактике правонарушений от 2005 года с учетом новых вызовов и приоритетов стратегии развития республики, разработать планы и соответствующие правовые акты по профилактике правонарушений и преступности среди сотрудников правоохранительных органов, пересмотреть процедуры выделения средств из республиканского и местного бюджета на поддержку деятельности органов местного самоуправления и общественно-профилактических центров в сфере профилактики правонарушений. При активном сотрудничестве службы общественной безопасности и управления правового обеспечения с экспертами была создана национальная площадка для обсуждения проблем в сфере профилактики правонарушений. Активно работала межведомственная рабочая группа. В результате их совместной работы родился новый проект закона об основах профилактики правонарушений. Главная идея, которой руководствовались члены межведомственной рабочей группы и привлеченные эксперты при разработке нового проекта закона, было желание создать действенный механизм профилактики правонарушений. Концептуальные идеи нового закона об основах профилактики правонарушений были подготовлены на основе аналитических исследований и оценок, проведенных представителями правоохранительных органов совместно с экспертами гражданского общества. Для того, чтобы закон заработал, Комитет Джогорку Кеңеша, представители правоохранительных органов и эксперты пришли к пониманию того, что нужны новые подходы. Поэтому наряду с разработкой новой редакции закона об основах профилактики правонарушений разрабатывались также концепция государственной политики в сфере профилактики правонарушений, которая была утверждена Кабинетом министров в сентябре 2022 года. Был разработан национальный план действий по реализации концепции государственной политики по профилактике правонарушений, который одобрен Кабинетом министров в декабре нынешнего года. Таким образом, к сегодняшнему дню в Кыргызской Республике имеется полноценная правовая база, регулирующая сферу профилактики правонарушений. В новом законе от 2021 года четко сформулировано определение правонарушения, дано понятие профилактики правонарушений, определены цели и задачи профилактики правонарушений, продумана система профилактики правонарушений, очерчивается круг субъектов профилактики правонарушений, определяются полномочия органов местного самоуправления, а также формы участия коммерческих, некоммерческих организаций, представителей гражданского общества и граждан в профилактике правонарушений. Закрепляется организационная структура и направление деятельности общественно-профилактических центров. Регламентирован порядок проведения профилактической работы. Анализ причин и условий совершения правонарушений и преступлений показывает, что одни сотрудники милиции не смогут их устранить. Профилактика – это комплекс правовых, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, предпринимаемых государственными органами, местными органами власти, некоммерческими организациями, иными юридическими и физическими лицами в целях сохранения и укрепления правопорядка, выявления, пресечения и предупреждения правонарушений, а также выявления, изучения
и устранения причин и условий, способствующих их совершению. Исследования показывают, что причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений, множество. Это сложное социально-экономическое положение в стране, безработица, инфляция. Например, беззащитными от насилия остаются дети мигрантов, оставленные на попечение родных и близких. Причины семейного насилия кроются в безработице, алкоголизме супругов, низком уровне воспитания граждан и слабого общественного воздействия на правонарушителей. Причины уличных разбоев и грабежей кроются в небезопасности улиц и общественных мест, их неосвещенности, отсутствии видеокамер и ряду других причин и факторов. Возьмем бытовые убийства. Бытовые убийства совершаются во время семейных ссор, либо когда происходят конфликты между гражданами на фоне распития спиртных напитков. Милиция не может контролировать каждое застолье, присутствовать физически в каждой семье во время ссоры между членами семьи. Соответственно, как может одна милиция эффективно осуществлять профилактику таких преступлений? Молодые девушки бросают своих детей, подвергая опасности. Как эту проблему сможет решить Министерство внутренних дел Кыргызской Республики в одиночку? В нашем государстве не действует в должной мере принцип неотвратимости наказания. Еще не до конца преодолена коррупция в судах и правоохранительной системе. Все обозначенные проблемы не могут решаться единолично сотрудниками органов внутренних дел, так как многие вопросы выходят за пределы компетенции Министерства внутренних дел. Все это свидетельствует о том, что необходимо воздействовать на причины и условия, приведшие к этим преступлениям. Это в первую очередь алкоголизм, наркозависимость, безработица, бродяжничество, отсутствие средств к полноценному существованию, проблемы семейного насилия и так далее. Все эти проблемы имеют социально- и экономическое происхождение. Решить указанные проблемы возможно только тогда, когда сработают все государственные органы совместно с органами местного самоуправления и общественностью. Министерство социального развития должно оказывать адресную социальную помощь проблемным семьям и гражданам. Министерство образования не только образовывать, но и воспитывать законопослушных граждан. Органы местного самоуправления, общественно-профилактические центры, общественные организации и местные сообщества должны владеть инструментами эффективного воздействия на проблемных граждан. Медицинские клиники с государственной и частной формой собственности обязаны полноценно лечить граждан от наркотической и алкогольной зависимости и так далее. Практика показывает, что одной лишь угрозой наказания за совершенные преступления потенциальных преступников от совершения преступлений не остановить. В сознании наших граждан глубоко укоренилось мнение, что за совершенное преступление ничего не будет. Можно найти знакомых, родственников в правоохранительных органах и судах и развести любое преступление. Молодежь видит, что даже преступник, совершивший убийство через 5-6, а то и меньше лет уже гуляет на свободе. Именно деформированное правосознание граждан привело к тому, что потенциальные преступники не боятся наказания, кары со стороны государства. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что государству в сотрудничестве с органами местного самоуправления, общественными объединениями, некоммерческими организациями и гражданским обществом необходимо комплексно воздействовать на причины и условия, способствующие преступности, воспитывать в гражданах должное правосознание и правовую культуру. Это пока что единственный путь, способный уменьшить уровень правонарушений и преступности в стране. Иначе государство обречено реагировать лишь на последствия негативных общественных явлений. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления в большинстве своем фактически самоотстранились от вопросов комплексной профилактики правонарушений, считая, что этим должны заниматься только органы внутренних дел. Большинство общественно-профилактических центров в городах и селах, на которые возлагались надежды, не заработали в должной мере. Эффективность от их работы пока маленькая. Там, где осуществляется поддержка со стороны международных организаций и доноров, со стороны местных государственных администраций и органов местного самоуправления, там, где более или менее и выделяются финансы, эти общественно-профилактические центры работают. Но таких центров по всей республике единицы. На выстраивание комплексной профилактической работы со стороны государственных органов и органов местного самоуправления требуется финансовое влияние. Общественные профилактические центры также нуждаются в финансовой подпитке. Поэтому, пока не будут решены эти вопросы, говорить об эффективной профилактике правонарушений и преступности не представляется возможным. Уровень профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, в том числе в сфере профилактики правонарушений, остается низким. В этой связи стоит вопрос проведения анализа и выработки комплексной системы обучения сотрудников
сотрудников не только правоохранительных органов, но и соответствующих государственных органов в профилактической работе специализированных учебных заведений. В новом законе показаны формы и методы взаимодействия всех субъектов профилактики по вертикали и по горизонтали с активным участием органов местного самоуправления и представителей гражданского общества. В качестве устойчивых форм сотрудничества предусмотрено создание Координационного совета по профилактике правонарушений в целях координации деятельности субъектов профилактики правонарушений во главе с председателем Кабинета министров или делегированного заместителя председателя Кабинета министров с участием всех членов Кабинета министров, координационных комиссий по профилактике правонарушений при местных государственных администрациях, акимиатах, мэрии городов Бишкека и Ош, городов областного значения во главе с главами местных государственных администраций, общественно-профилактических центров как единой площадки, объединяющей деятельность органов местного самоуправления с привлечением общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций, представителей гражданского сектора, экспертов и неравнодушных граждан. Хотя закон прямо не предусматривает, но при этом не запрещает выстраивать подобную работу на региональном уровне. На уровне областей также необходимо предусмотреть создание координационной комиссии по профилактике правонарушений, которые будут возглавляться полномочными представителями президента в областях, либо делегированному заместителю полномочного представителя. Министерство внутренних дел на сегодняшний день выступает координационной площадкой, призванной запустить механизм новой профилактической системы. На сегодняшний день активно работают и доказали свою эффективность передвижные приемные милиции, работающие в городах и селах республики. В целях профилактики коррупции и должностных преступлений по решению руководства МВД сотрудники наружных служб оснащаются бодикамерами. Для комплексной работы на местах участковые уполномоченные милиции снабжаются планшетами с электронными паспортами территории с доступом к информационной системе Тюндюк. В республике подключено более 3000 видеокамер, которые помогают обеспечивать общественную и дорожную безопасность, раскрывать по горячим следам преступления и задерживать разыскиваемых граждан. В 2024 году необходимо усилить комплексную профилактическую работу, так как в декабре 2023 года был принят национальный план действий по реализации концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений. При выстраивании профилактической работы руководителям территориальных органов необходимо детально знать положение закона об основах профилактики, концепции и национального плана, в котором четко регламентирована деятельность каждого субъекта профилактики. В соответствии с законом об основах профилактики правонарушений, координационные комиссии по профилактике на уровне районов возглавляются акимами, на уровне городов и сел – мэрами и главами айыл өкмөтү. Руководители территориальных подразделений правоохранительных органов являются их заместителями, и необходимо помнить об этом и вести работу по неукоснительной реализации закона. Усиление роли и ответственности государственных органов, в том числе правоохранительных, а также органов местной власти и органов местного самоуправления, будет способствовать главной цели профилактики – борьба с причинами и условиями правонарушений и преступлений. Тем самым будет выстроена гармоничная система профилактики правонарушений, а это, в свою очередь, откроет путь к эффективной реализации закона Кыргызской Республики об основах профилактики правонарушений.